Довоенная семья. Картина о большой семье, которая собралась на обед. Время действия 1940 год. Семья моих родителей. Портретных сходства не у всех героев. В Израиле это вторая большая семья. В картине показан быт, культура, обычай. Скромно, уютно, светло, ничего лишнего в доме. Сидят за столом, но никто не ест. Сидят группами. Возле каждого взрослого сидят несколько малышей. Не едят потому, как отец не дает сигнала. А он его не дает, так как не все малыши уселись. Вот такой был обычай у Коми. Сигнал такой. Отец должен стукнуть ложкой об миску или по миске. Обязательно есть кот. В данном случае котенок, и ему уже налили молока. Картина «Вести с разных фронтов». Время действия происходит в 1941-1945 годах. Разрушенное село, ямы после взрыва, сваленные столбы, деревья. За горизонтом небо в дыму, а перед концом села зенитчики охраняют небо. На втором плане палатка для лечения раненых. На первом плане на некоторое время бои прекратились, и девушки собираются у разрушенного дома, где сохранился стол. Одна из девушек по радио вызывает другие воинские части. Девушки как одна готовы ринуться в бой, выполнять боевые задания. Их готовность выражена в позах, в движениях. В глазах выражена тревога, но на столе лежит белая скатерть. Зрители часто спрашивают, почему, когда идут такие бои, белая скатерть? Поясняю. Белая скатерть – это символ женской красоты, чистоты, нежности, материнства, любви. Присутствует на картине 6 девушек. 4 у стола и 2 девушки подходят к столу. Как возникла эта картина? С каждой героиней в картине я лично знакома. Воевали они на разных фронтах, а в Ухте они все посещали клуб «Рябинушка». Я тоже в этот клуб ходила. Я смотрела на них и гордилась, что я с ними знакома, разговаривает со мной на равных. Я их спросила, не хотели бы они позировать мне. Они согласились, но предложили свои фотографии военных лет, так как позировать они не могут. Вот их имена. Скачкова Наталья Михайловна, Горнович Мария Андреевна, Семьяшкина Мария Семеновна, Дутова Нина Сергеевна, Артеева Мария Харитоновна, Грузинкина Антонина Георгиевна. Картина называется «Оленей батальон». На первом плане 2 оленя ждут третьего и в своей очереди ехать на фронт. Далее женщина едет в оленьей упряжке. Она уже заменила мужчин оленеводов, которые уже уехали на фронт. На нартах они везли на фронт теплые вещи, мерзлую оленину и другие продукты. Фактически не все доезжали до фронта. Многие погибли в пути от холода и бомбежек. Надо было им добраться на Карело-Финский фронт. На дальнем плане чумы и провожающие. В западной части неба набегают черные тучи. Эта война движется на восток. С востока же небо розовое, небо победы. В Ухтинском районе оленеводы начали уезжать на фронт с 1941 года, а с северных районов республики с 1942 года. На 2 упряжках оленей
Едут следующие мужчины. Это из колхоза «Югор» и «Красный партизан». Я картину посвятила своим землякам. Уляшеву Алексею Константиновичу из деревни Изваиль. Это муж моей старшей сестры. Уляшеву Степану Егоровичу из деревни Крутая, колхоз «Югор». А Изваиль — колхоз «Красный партизан». Картина извещения. Утро в коме-крестьянской избе. В комнате уютно, тепло, чувствуется хозяйская рука. Топится печь, готовится еда, как обычно, на весь день. Дети уже проснулись, и девочка одевает младшего брата. Дед сидит у стола, хозяйка возилась у печки, но открывается дверь, заходит почтальонша, она в руке держит конверт. Все в ожидании чуть-чуть наклонились вперед. Это было в годы Великой Отечественной войны. Письма с фронта всегда ждали. Если письмо приходило как треугольник, то это от воинов-солдат. Если письмо приходило в конверте, это обязательно извещение о гибели солдата. В данном случае письмо было с извещением о гибели солдата хозяина. Сразу всем показалось, что комната опустела. Это всегда так бывает. Что-то исчезает, пропадает из дома. У автора картины в 1945 году в апреле пришло такое письмо. Правда, оно было не о гибели, а с благодарностью об отличной службе на фронте. Впоследствии узнали, что эта благодарность брата не нашло письмо на фронте, и его отправили на адрес отца. Отец был стар, и на фронт его не брали. Картина называется «Дети войны». Как и везде, в годы Великой Отечественной войны дети работали наравне со взрослыми. Взрослые не успевали заготавливать дрова на зиму, много работали для фронта и так далее. Дети брали эту работу на свои плечи. На полотне 2 мальчика в свободное время от учебы в школе собирали хворост, рубили небольшие деревья и на санках перетаскивали домой. Этим самым обогревали свои дома. Моих старших братьев звали. Хворост собирал младший брат Май, деревья рубил брат постарше Алексей. Эта картина называется «Отец. Победа. 10.05.1945». Ясный, радостный весенний день. На реке половодье. Мужчина с сеном на плоту приплывает к берегу. Навстречу ему бегут дети. Каждому хочется первым сообщить новость своему отцу. Это их отец. Дети в радостном настроении. Девочка в красном платьице машет ленточкой. Она ближе к отцу. За ней еле поспевает мальчик в зеленой рубашке. Он бежит с самым лучшим другом своим, собачкой, обрадовать отца. Затем бежит старший брат. В руке держит плакат со словами «Победа». Вероятно, что он сам его написал. А вот самая младшая дочь споткнулась об камень и упала. Старшая сестра никак не может ее поднять. Тоже хотела первого отца встретить. Но все же всем удается встретить у берега своего отца, сообщить хорошую новость и обрадовать его. Отец накануне ушел на дальние луга за сеном пешком, а это километров 25 будет. Зимой колхозницы не успевали все перевезти. Это же годы войны. Людей не хватало, да и много коней забрали на войну.
Мужчин в деревне не осталось. Пока отец добрался до места, стемнело. Сделал плот, натаскал сена, и совсем стало темно. Сделал костерик, немного подремал и чуть свет пустился в путь. Это прямиком 25 верст, а река-то петляет, может, 2 раза длиннее будет путь. Да и не знал отец, что его ждет радостная весть. Радостное состояние видно у природы. Неоконченная картина посвящалась 40-летию Победы. На ней застывший перед Мольбертом солдат. Он только что вернулся с войны, сбросил на пол вещмешок, и столько в его взгляде тоски, столько отчаяния, ведь он вернулся без руки. И сможет ли снова взять в руки кисть, чтобы дописать неоконченную картину? За мольбертом синеватая стена. На ней висят часы, стрелки остановились на цифре 4. Листовой календарь висит. Дата 22 июня 1941 года. Так пелось тогда в песне. Синий цвет — это удаление, значит, война ушла от художника навсегда. А часы и календарь — это вечное напоминание о войне, ведь одну руку солдат оставил там, на войне.